Видео подготовлено специально для сайта fb.ru. Но как трепетный листочек жизнь молодая пролетела. Строчка из малоизвестного стихотворения актуальна в отношении пожилых людей. Дети и внуки, заполняющие жизнь, выросли, разлетелись кто куда, навещают престарелую маму и бабушку, но большую часть времени она находится в одиночестве. В повседневной суете мы редко навещаем своих бабушек и дедушек. Молодое поколение можно понять, работа и семья отнимают много времени. Мария Тони изредка видит детей, внуков и правнуков. Потомки давно покинули страну. Звонят бабушки, периодически приезжают навестить. Старушка привыкла к одиночеству, раз в неделю женщина посещает центр для пожилых людей. Здесь организовывают различные мероприятия для тех, кому за 60. Героиня нашей истории давно перевалила за 80 лет. Однако Мария сохранила бодрость духа и весьма крепенькая по здоровью. Пожилая особа обожает данный центр. Здесь миссис Тони общается с такими же старичками, пробует вкусную еду и нашла себе занятие по душе. Женщина играет на барабанной установке. Сотрудники центра установили камеры в доме Марии. Это сделано для безопасности пожилой особы. Однако кадры на пленке заставили всплакнуть даже видавших виды работников данного центра. Переделав все свои домашние дела, старушка садится в кресло и рвет на мелкие клочки бумагу. По словам пожилой дамы, занятие помогает убить время. Видео серых будней старушки облетело весь мир. Интернет-пользователи были тронуты до глубины души. Данная история напоминание о том, насколько нуждаются во внимании и заботе наши старики. Мы часто забываем о них, не успеваем проявить лишний знак внимания, навестить или позвонить. Дедушкам и бабушкам не надо много, просто знать, что они любимы внуками. О них помнят и навещают не раз в год, на день рождения, а как только появляется свободная минутка. Давайте помнить наших стариков. А вы навещаете своих пожилых близких? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru.